16 августа во Дворце спорта 50 лет Победы в рамках года консолидации в Республике Саха-Якутия состоялся первый открытый республиканский чемпионат по кип-атлетике. 14 спортсменов, использующих протезы в повседневной жизни, соревновались в 3 дисциплинах – протезы руки, протезы голени и протезы бедра. Инициатор чемпионата является автономная некоммерческая организация людей с инвалидностью «Движение без барьеров» в Республике Саха-Якутия. Участники съехались с разных уголков Якутии, в том числе принимали участие представители из города Якутска. В чемпионате соревновались кибатлеты разного возраста, начиная от 10 лет. Идея проведения чемпионата у нас возникла в прошлом году, и мы выходили на связь с Союзом кибатлетики Российской Федерации, получили поддержку о том, что они нам помогут методически, и при поддержке правительства республики мы сегодня проводим наш чемпионат по кип-атлетике. Наш чемпионат проходит на грантовские средства Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям. Кип-атлетика достаточно молодой проект. Мы начали в 2017 году, после того, как наша команда, российская сборная, побывала на первом чемпионате по кибатлону в Швейцарии. В Европе тоже это началось недавно, буквально 2016 года. Профессор Роберт Рейнер придумал эти состязания, которые позволяют определить лучшие средства реабилитации и выявить лучших пилотов, то есть пользователей этих средств реабилитации. В России этот проект сейчас развивается достаточно хорошо. Наш союз кибатлетика стал лауреатом конкурса президентских грантов, и мы сейчас по многим городам России проводим турне, выездные состязания по кибатлетике. Есть база по победителям кибатлетики. Некоторые люди даже по несколько раз приезжают, даже в другие города специально ездят, чтобы улучшить свой результат, какие-то навыки приобрести. Мы рассчитываем на то, что трассы кибатлетики будут являться тренажерами для людей, которые должны проходить курс непрерывной реабилитации, готовиться к состязаниям. И надеемся, что у нас сборная, мы ставим такую задачу, в первую тройку обязательно войти в международных состязаниях. Для кип-атлетов была подготовлена специализированная трасса, имитирующая те трудности, с которыми приходится сталкиваться человеку в бытовой деятельности. Например, участники с протезами ног садились и вставали со стула, преодолевали дорожные препятствия и играли в мяч, забивая голы. Наиболее сложными элементами по технике исполнения в чемпионате стали задания для участников с протезами рук. Например, взять ряд предметов – вилку, ложку, кружку, тарелку и уложить их на поднос. Переставить протезом руки 9 предметов различного веса и формы с одного стола на другой. Или провести кольцом на ручке по сложной траектории, не задев контактный стержень. Для победы в чемпионате кибатлетика необходимо безошибочно выполнить максимальное число заданий за минимальное время. Атмосфера на площадке была невероятная. Все участники старались пройти трассу идеально и быстро. Наша главная задача – показать остальным, кто сегодня не пришел, кто увидит в ваших репортажах в интернете, что этим надо заниматься. Не надо сидеть дома, надо выходить, что-то делать, общаться, решать преодолевать эти барьеры, которые созданы. Они даже порой сами себе их создают в голове, стереотипы какие-то. Их надо разрушать. И всем будет хорошо, и все. Не будут никаких сложностей. Призеры в различных дисциплинах распределились следующим образом. Дисциплина протезы голени. 3 место Михаил Рябикин. 2 место Афанасий Константинов. 1 место Артем Лавров. Дисциплина протезы бедра. 3 место Сергей Владимиров. 2 место Александр Третьяков. 1 место Николай Захаров. Дисциплина протезы рук. 3 место Марк Васильев. 2 место Павел Аргунов. 1 место Михаил Рябикин. Честно, неожиданно, что в 2 дисциплинах мы смог взять призы. Готовились мы буквально только вчера, проходили трассу, и все, как-то так, не знаю, просто еще понять не могу до сих пор. Особо хотел бы отметить детей, просто упорство их, это дорогого стоит, просто не каждый взрослый так сможет.
Ну, это так круто, волнительно было. Мама мне отправляла ролик от моторики. Там какие задания будут. Сначала посмотрела, потом пробовал. И там тебе казались задания самые сложные? Это кольцо и лампочка. Если меня еще раз пригласят, то я соглашусь, потому что я сильный и упористый. Чемпионат по кибатлетике состоялся благодаря поддержке правительства Якутии в рамках Года консолидации. Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия, Министерство по физической культуре и спорта Якутии, Министерство труда и социального развития Республики Саха-Якутия, Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха-Якутия, Республиканского социально-оздоровительного центра комплексной реабилитации инвалидов, Федерации по адаптивным видам спорта Якутии, а также Центра волонтеров Якутии.